скелета мамонта. Это скелет вот такого шерстистого мамонта. Он средний, такой обычный мамонт. Как мы видим, он был полностью покрыт длинной густой шерстью. Высотой около 3 метров, но были мамонты крупнее. Это были, например, императорские мамонты, которые в высоту достигали до 5,5-6 метров. Они были в 2 раза выше, чем этот мамонт. Весили тоже соответствующие. Для сравнения, сейчас слоны весят примерно 3 или 4 тонны. Вот эти мамонты могли весить от 6 до гигантскими зубами. Это один зуб мамонта. Он такой небольшой. Некоторые зубы могли весить до 4 килограммов. И таких зубов у них было 4 штуки. 2 зуба сверху и 2 зуба снизу. При этом, когда у них зубы ломались и выпадали, у них вырастали новые зубы. И таким образом они могли их менять примерно 6-7 раз в течение жизни. Сами мамонты доживали в среднем до 40-50 лет, в максимум могли дожить аж до 70-80 лет. Но в таком возрасте у них начинались проблемы с зубами, они больше не росли и они просто брали от голода. Вот такое представление о мамонтах у людей появилось лишь относительно недавно, лишь когда в советское время ученые стали этим заниматься вплотную. До этого было примерно вот такое представление, видите на изображении. Мамонт похож то ли на кабана, то ли еще на кого-то. При этом бивни почему-то разнесены в разные стороны, а хобота вовсе нет. Кинжал, даже средней силы человек мог просто взять и погнуть руками. Позже появляется железо, которое намного прочнее и долговечнее, но бронзу все еще довольно долго использовали как более дешевый вариант. Вот такой меч был обнаружен. Это так называемый укуланский меч. Он был найден в 1943 году во время войны. Тогда женщина по фамилии Горюнова работала у себя на огороде и выкопала вот такой меч. Посчитала интересным, сдала в музей. Ученые посмотрели, установили датировку и просто развели руками, потому что никакой дополнительной информации у них не было. 3000 лет назад был изготовлен этот меч, и лишь потом, где-то с десяток лет спустя, в 50-х годах в Китае, неподалеку от города Харбин, нашли десяток точно таких же мечей. Стало понятно, что он попал к нам из Китая примерно. Ну, сегодня, в этом году у нас проходит ряд множества мероприятий юбилейных. Это начиная с нашей дорогой республики, столетия Якутской АСР. Это у нас столетие пионерской организации, всесоюзной, сейчас уже российской. Это у нас столетие, в конце года, столетие СССР. Здесь вы можете сегодня видеть современный комсомол. Ну, не все, конечно. Актив, который сегодня у нас свободный, как раз вот он той работой, которой мы можете видеть, которой мы занимаемся. Это Алексей, у нас второй секретарь комсомола. Я сегодня являюсь первым секретарем комсомола, руководителем Якутии. Сегодня здесь можно видеть и наших пионеров, можете видеть. Алексей, Артем, Данил. Это молодые люди сегодня, которые помогают. У нас в нашей комсомольской организации не только это и политические, может, такие дела, молодежные дела. Мы всегда курировали, как в Советском Союзе, так и сегодня курируем детские организации. Проводим много мероприятий. Из этих мероприятий это вот «Земля талантов». В каждом пакетике будет вот такой буклетик. Я прошу обратить внимание. Это всероссийский конкурс, который у нас проходит ежегодно. Он полностью бесплатный. В этом году он посвящен столетию пионерской организации. Он пройдет, отборочные туры пройдут в городе Якутске, в новом центре имени Гагарина, если вы, наверное, знаете, построили, который рядом с аэропортом, 20 мая. И гала-концерт 1 июня, если все-таки будет состоиться праздник детский 1 июня, гала-концерт на площади Комсомольской пройдет этого конкурса. Как я сказал, он полностью бесплатный, и победители, те, кто занимает первые места, попадают на отборочные туры федеральные.
и приглашается в город Москву, в президентский дом отдыха «Снегири». Там проводятся федеральные отборочные туры, наши дети ежегодно участвуют, уже 5-й год. Вообще конкурсу уже 9-й год, наши дети участвуют 5-й год. Каждый год мы очень хорошо показываем нашу республику в городе Москве. Тоже все оплачивается, все организаторы все берут на себя, и проезд, и даже руководители, если это коллектив. И родителям, если дети от 7 до 10 лет. Вот. Прекрасно можете ознакомиться, зайти на наш сайт, подписаться. Раз, два, три. Мы идем дорогу и добра! Горят светят, светят даже вдаль, и с друзьями вместе повторим. Нам земля талантов, звезд.